Нам всегда кажется, что мы самые несчастные на земле. Мы и бедные, и некрасивые, и никто нас не любит, не понимает, и везде нам не везет, и весь мир ополчился именно на нас. В таких ситуациях говорят: не гневите Всевышнего. Есть те, кто пожил на белом свете не так много, но и уже волею судьбы столкнулся с проблемами куда похуже головной боли. Ильяс Утарбаев. Этот с виду обычный малыш в момент прихода нашей съемочной группы сладко сопел в кроватке. Оно и понятно. Во сне легче всего переносить тяжелый недуг. У Ильяса длинный и сложный диагноз – ДЦП, спастический тетрапорез, задержка психомоторного развития, микроцефалия и атрофия зрительного нерва. Малышу всего 2 годика, и за жизнь ребенка отчаянно борется вся семья. Лечимся с рождения. Ездили во многие медицинские центры. В Уфе лечились, в Сибае, в Челябинске. Летом съездили в город Челябинск, медицинский центр «Сакура». После лечения Ильяс очень подвижным стал. Лежа на животе научился ползать по-пластунски. В речи появились слоги. Мы попали в этот центр благодаря жителям города Сибая и всем добрым людям, которые помогли нам собрать 120 тысяч рублей. Деньги на первый курс собирали буквально всем городом. Музыканты передали средства с благотворительного концерта. Люди реагировали на объявления в группе ВКонтакте. Волонтеры молодежного движения собирали по копеечке на улицах города. Но одного курса для лечения малыша недостаточно. Следующий должен состояться в начале ноября. Его стоимость 150 тысяч рублей. 13 тысяч уже собрано. Не хватает еще 137, а сроки поджимают. Курс лечения длится 20 дней. ЛФК, иглоукалывание, адаптивная физкультура и другие процедуры заметно улучшает состояние мальчика. Ну, если заниматься, он будет ходить, сказали. Много нас заниматься надо. Не 1 год, не 2 года. Много надо заниматься. По словам мамы Ильяса Лясян, всю беременность она ходила хорошо, но роды были тяжелые. Обвитие пуповины. В итоге родовая травма. С рождения малышу делают дорогостоящие уколы. Инвалидность дали лишь в прошлом году. Специалисты считают, что ДЦП – болезнь неизлечимая, но благодаря своевременным курсам лечения человеку можно облегчить жизнь с диагнозом. Помочь расти и развиваться Ильясу Утарбаеву может каждый. Достаточно лишь перечислить любую сумму на расчетный счет или номер мобильного телефона. Я обращаюсь к жителям города Сибая и всем жителям Республики Башкортостан и всей России. Помогите, пожалуйста, собрать на лечение ребенка. Без вашей помощи нам не собрать эти деньги. Нам это неприемлемая сумма. Никто, к сожалению, не застрахован от болезней и фатальных случайностей, приводящих к страшным последствиям. Недуг может прийти в любой дом, к любому человеку. Такова жизнь. Но самое страшное, когда болезнь приходит к ни в чем не повинному, только начинающему свой жизненный путь ребенку. Так неужели мы, такие взрослые и такие сильные, пройдем мимо беды маленького человечка? Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.